Спасибо, господин модератор. К сожалению, здесь таджикская делегация занимается ложью, так как с приходом Эмили Рахмона к власти 1992 года в Таджикистане ни разу не проводился свободные выборы. В национальный парламент и все депутаты парламента выбираются по усмотрению самого Рахмона. Заранее в Душанбе составляется список желанных кандидатов, которые в открытую называются кандидатами президента, что гарантирует им полную поддержку избирательных органов и местных властей во время выборов и, конечно же, бесспорную победу в парламентских выборах. За долгие годы проведения нечестных выборов избирательными комиссиями всех уровней и местными властями разработана целая система фальсификации результатов голосования. Следовательно, составляется послушный парламент, который ни в коем случае не выступает против воли единоличного руководителя страны президента, в результате чего один и тот же человек бессменно руководит страной уже целые 27 лет и собирается продолжать свое насильственное пребывание в этом посту еще на неопределенное время. Рахмон оправдывает свою незаконную власть над угнетенным народом всяческими решениями и изменениями законов. Теперь, после внесения изменений и дополнений в Конституцию в мае 2016 года, нет необходимости в проведении президентских выборов, поскольку за несколько месяцев до референдума был принят закон о лидере нации, согласно которому нынешний президент имеет право без ограничений выставлять свою кандидатуру на пост президента, и если даже добровольно подаст в отставку, за ним остается право вмешиваться в политическую жизнь страны, издавать указы, предлагать проекты законов, одним словом, косвенно управлять страной. И все эти гарантии были закреплены в Конституции во время проведения референдума. Этим полностью игнорирован права граждан в участии в выборах, быть избранным и выдвигать свои кандидатуры. Нет и речи о свободных выборах. Какие свободные выборы, когда Рахмон практически остается вечным президентом и власть будет приходить по наследству ее преемникам? Когда на мировых трибунах от уст руководства страны звучат слова наподобие проведения честных выборов или избранном руководстве, одновременно становится смешно и грустно. Сегодняшняя практика показывает, что 9 миллионов населения страны оказываются лишенными права участия в политической жизни страны. Вижу, Таджикистан просит слова по порядку ведения заседания. Уважаемый модератор, мы бы попросили уточнить. Пожалуйста, Таджикистан. Выступающий. On my list, в моем списке этот представитель говорит от имени Таджикского центра прав человека. Правильно. Thank you. And unfortunately, you are out of time. We'll allow a couple more sentences. У вас кончилось время, но мы вам разрешаем еще 2 предложения сказать. Следует странным партнерам дать рекомендации, только одна рекомендация. Призывать все страны мира воздержаться от всякой гуманитарной помощи и инвестиций Таджикистану, пока власти страны не прекращают свои необоснованные давления на оппозиционные партии и политических оппонентов Эмили Рахмона. Спасибо. Thank you. We will be moving on. The next. Спасибо, мы пойдем дальше.